Они увидели себя в эфире «Россия-24» и очень удивились. Французы, ставшие героями сюжета о евроскептиках. Российский журналист программы «Вести недели» расспрашивал их о новом трудовом законодательстве, а в переводе оказалось, речь шла о мигрантах, о закате Европы и о многом другом. Президент предал нас, он пытается заткнуть нам рот. Я не понимаю, почему полиция не занимается этими мигрантами. Нам реально страшно. У меня впечатление, что мы в этой стране теперь люди второго сорта. Меня отправили на пенсию, и в это же время наняли 3 мигрантов. Из Алжира, Турции. Они даже по-французски не говорили. Мы должны больше работать с Россией. От этого зависит будущее всей Европы. Сатирическая программа «Le Petit Journal» французского «Каналь Плюс» разыскала людей из материала вестей, и те заявили, их слова переврали. Вы действительно это сказали? Я даже не знаю, как это сказать по-английски. Невероятно, отвратительно, что мои слова так перевели. Очень отличается от того, что я говорил. Это ложь. Ложь и неверная интерпретация моих слов. Заинтересовал французов еще один фрагмент сюжета вестей. Лицей Жана Карре. Там учились дети. Когда количество беженцев в школе перевалило за 1000, французские власти закрыли школу и оставили здание приезжим. Оказалось, что и это неправда. Лицей был закрыт еще в 2011 году, задолго до приезда беженцев. К чему это все, спрашивает ведущий «Le Petit Journal» и отвечает. Сюжет готов, посыл ясен. Из-за Европы во Франции люди ломают все подряд. Демократии больше нет, мигранты держат всех в страхе. Один выход – сблизиться с Россией. Российский телеканал поначалу срочно убрал спорный сюжет со своего сайта, но затем, после небольших косметических исправлений, поставил обратно. Французская редакция утверждает, пыталась связаться с вестями, но никакой реакции не получила. Так что героям псевдорепортажа пришлось обратиться к авторам сюжета напрямую. Журналисты в кавычках. Вы полностью меня предали и оскорбили. Вы нечестно себя ведете, господа.